Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Этим людям, которые к тебе придут в гости, например, вот через посредством этого канала. Вот включает технический модератор, и ты просто должен уже говорить, ты должен там что-то говорить этим людям. Ты же не можешь включить прямой эфир и просто сидеть, и тут склоки, чтобы были там. Ты такой, я такой, ты да. Зачем это же? Это просто пустая трата времени. Ты должен, душевное твое состояние, равновесие, гармония, у тебя хороший, как сказать, в хорошем здравом ты таком уме, у тебя хорошая энергия, ты позитивный, да, ты в тонусе, ты хочешь поделиться чем-то, хочешь послушать даже, не то, что даже хочешь, у тебя есть желание людей послушать, но не просто желание есть послушать людей разных. Ты говоришь, да, я готов поговорить с людьми, а просто чтобы говорить это тоже нельзя. Надо вот так вот всегда какую-то гармонию внутреннюю находить, духовный мир, как бы. Духовная внутренняя составляющая гармонии. Нам присоединился Точка, нам присоединился Лид, Стелс FR, вообще не видно, вообще Стелс, он невидимка, его никогда нигде не видно. Раза, а вот ваш какой внутренний мир, вот вы сейчас в каком состоянии находитесь духа, вообще у вас все хорошо, вы поели, вообще водички вы не пьете, мы знаем. Вы другое что-то пьете, кофе, чай, что вы там пьете? Кофе не пью. А вот там была вот это вот... Я считаю, что да. религии в свое время были придуманы, они в то время были нужны, потому что нужно было, это как сегодняшняя полиция, вот пусть да, так вот грубо говоря, как бы сгоняли людей в церкви, там, в синагоги, промывали им мозги, чтобы знать, кто чем дышит. Это как семья была такая, община. И у каждой общины была там своя церковь, кто как думает, кто опасен для общества, кто не опасен. Но в наше время это уже все, это уже идет как контроль, вот, как концлагерь, чтобы они же стукачи, эти все батюшки, они во все времена стучали, там придут к ним рассказывать, какой я убил соседа, хочу освободиться, батюшка, благослови. Батюшка бежит, стучит, тут же, вот это он, оказывается, убил. Но это в то время было как-то, можно понять, как-то же надо было контролировать людей, вот это все. Но в настоящее время это не актуально, это только мешает росту человека. Вот евреи, например, гениальные люди, они вот как у них такие слои, вот эти сильно набожные, они не работают, они свет не включают на шаббат, ничем современным не пользуются, у них телефон нельзя, смартфон нельзя, но их спонсирует другой слой, который работает. Специально добиваются высоких должностей, чтобы спонсировать вот этих трутней. Но вот это ихняя религия, они как-то... Ихняя история, это даже не религия, это история ихнего народа, они его хотят как-то сохранить, пронести через века. Вот вы, трутни, не работаете, да, не навязывают никому. Наоборот, люди к ним рвутся, чтобы их приняли в иудаизм. Они им отказывают по 5, по 6 раз, они бьются,
об двери синагоги, понимаете? И я имею в виду, у них свободное общество. Один слой трутней, этих трутней спонсируют, причем в одной семье может быть один трутень, раввина выучился, второй врач, третий адвокат. У них нету, чтобы вся семья была набожная. Как-то вот хотя бы так разделить что-нибудь, чтобы какое-то будущее было у народа. У них есть конгрессмены, у них есть знаменитые. Я иду к врачу, я выбираю еврея, потому что он хорошо выучился, у него отличная практика, он шикарный врач. Адвоката я выбираю еврея, потому что он учился. Он дурью не маялся. Понимаете, надо с них пример брать, а не ненавидеть их. Хотя бы так. Пусть будет слой трутни, а у нас же как? Весь народ должен быть муллами. Ну как? Кто к ним будет тогда ходить? Мулла к мулле ходить? И получается, что мулла с муллой грызется за свое течение. Вот так вот и разжигаются эти междоусобицы и все остальное. Это была 5-минутная аналитика от Зазы, наш эксперт. У нее всегда очень четкая экспертная оценка. Лауреат, прям, ну вот нужен Бог, кому-то нужен, кому-то не нужен. Нужно же уважать мнение каждого. Ты не можешь ли... Это духовное, это духовное. Моя душа вот не принимает, например, это. Или душа моего соседа не принимает. Почему я должна его ненавидеть? Он любит слушать тяжелый рок, например. Я люблю слушать там молитвы какие-то. Из-за того, что он слушает тяжелый рок, он же мне не враг, он хороший человек. Не нужно на этом фокусироваться. И наш народ должен был это понять. Да, совершенно верно. Вот с вами вообще не то, что невозможно не согласиться. Невозможно не согласиться. Мы просто вынуждены обязаны. Набожные люди, я знаете, чему поражаюсь? Я всегда вот наблюдаю за человеком, с которым общаюсь. Из церкви не вылазит, например, она, да, вот есть у меня знакомая. Она верующая, но она такая ушлая. Раз ты поверила в то, что вот это непорочное зачатие произошло у Девы Марии, она в это верит, а вот во что-то вот хочешь ее там, например, обвести вокруг пальца, ее не обведешь, она ушлая еще та. Ты поверила в эту чушь, но ты не веришь в жизненные истории, в жизненные ситуации, тебя не провести никак. Они настолько ушлые, эти верующие люди, это что-то. Вот если я, например, я очень набожная, вера – это отдельно, набожность, я верю, что нас кто-то создал, что есть Бог. Вот в нашем случае, например, Дейла, Сейла, Гейла, там в духов, там каких-то дух, у дерева есть какая-то душа, у реки есть душа, можно с рекой поговорить, можно с деревом обнять дерево, снять с себя какой-то стресс. Вот я в это верю. А вот верующий человек в это не верит. Он верит в непонятно во что, а вот в то, что дереву тоже может быть больно, что река может ответить на твой вопрос, когда ты ей расскажешь какую-то свое несчастье, например, да, как мне найти ответ? И вот ты, говоря с рекой, ты говоришь сам с собой, со своим внутренним божеством. И проговаривая определенную ситуацию, ты находишь ответ. И сваливаю я это в данном случае на реку, что вот она меня так расслабила, она такая красивая, я на нее смотрела, на ее волны, на этот берег. Мое сознание расслабилось, и я нашла ответ на свой вопрос. Вот так нужно жизнь воспринимать, я так думаю. Мне это помогает, очень даже работает. Заза, вот сейчас ты про реку говорила. В конце 80-х, начало 90-х, вот сейчас такое было. К реке ходили, что-то, как называлось это? Криминально, что-то такое.
что-то там просили у реки, там Да, дождя, да. батеры. Тоже Я забыл, я был, да, я помню. Все-таки шаманы, да, чеченцы все-таки, какие-то вот эти кудесники. Такого нету, у все равно такой чеченцев чисто не сами, да. очень, мы такие, мы все лешие, мы очень тесно связаны с природой. Ну, не то, что не только чеченцы, и армяне, и грузины, мы же все-таки А, да. сельское хозяйство. Ну, А, сейчас ты поймешь мысль. Там, помнишь, вот, я уверен, вы помните, когда вот раньше женились, например, женились, у нас же к родникам воду брали, у нас же водопроводов там в то время не было, там, в да, средневековье нет, и раньше. И когда вот девушка вот вышла замуж, как бы с одного дома в другой, потом выходили ее новые родственники, там, Мары, Ваши, там, Деверь, Левель, или там, ну, родственники от мужа, там, женщины и мужчины шли к реке или к роднику, потом туда какую-то лепешку или чебол кидали и чуть-чуть туар, типа, дух, чтобы ее не испортил. Тогда вот такие вопросы. да, помню. Лично сам стрелял в лепешку из двухстволки. Серьезно, мне говорят, двоюродный брат Это женился, все я тебе серьезно. народный фольклор. Народный Серьезно, фольклор. Это я тебе, красиво. я вам серьезно говорю, у нас двоюродный брат женился, а я поехал в Муатбастик. Помните, вот у нас праздник был в Муатбастик? Инсан адох шбор мусолчнах. И мне говорят, волу топ эти, полунинску зажим, так. Короче, я ищу. И выходит вещичкой там из Мяриш. Но они чуть старше меня все, а я как бы уже хильва джимпона. И мне двухстолку дают. А я тоже вообще не стреляю, ничего не знаю. Во, кажется, они химистешь. Короче, так я подду кайга, и мне говорят, ты что там то еза? И мне объясняют, а что говоришь, щу, но ты так-то, урбан, орлет, дом. Я такой в шоке. Я помню, такая отдача, блин. Я вот баба. Я тут серьезно говорю, я лично стрелял один раз в жизни. Я думаю, а я в то время такой, знаешь, вообще, ну, Ольга, я хоть что и думаю, это что такое, ну, в смысле, что за отжит традиция? Вот так я так, ну, как бы, в какой-то мере шокирован. Но сейчас я это вспоминаю и думаю, смысл-то заключается в том, чтобы и дух счастья, вот эти вот духи, которые в реке живут или в роднике, чтобы эту девушку не пугали, не портили, хотя, такое. Не было того же исламизации в то время. Все время, Я к чему это веду? Дело даже не в реке. Дело в том, что ты разговариваешь сам с собой, думая, что ты говоришь с рекой. Может, она я не понял слышит. мысль, да. А И может быть, она выговаривая свои слышит. проблемы. Да, Это даже сейчас да, психологи это говорят. как Они говорят, психолог. возьмите листок бумаги, они говорят, пишите, что у вас хорошо, что у вас плохо. И когда ты начнешь, я еще говорю, говорите с самим собой, когда вы одни. И когда ты проговариваешь сам, или кто-то тебе проговаривает то, что ты видишь со стороны, как бы, ты озвучиваешь что-то, и ты как ты говоришь то, что ты хорошо сказал, когда с рекой говоришь, вот, ну, голосом, ты как бы себя прослушаешь и говоришь, и находишь решение посредством того, что ты проговариваешь свои вот эти вот трудности, и ты находишь решение этим. Вот идет. Это на самом деле психология тоже. Внушение. Это ты вот сам себе, вот как вот религиозные себе внушают, что они говорят с Богом, на самом деле они сами решают эти проблемы, никто ему не поможет. Или если тебе, ну прям, ну совсем плохо, вот идешь вот в лес, ну вот плохо не от того, что какие-то проблемы, а просто груз, работа, дети, от всего же ты же истощаешься. И вот чтобы найти вот этот peace, мир, как бы, ты идешь куда-нибудь в лес, садишься, слышишь этих птичек, видишь там какие-то животные пробегают, тебя это расслабляет, твой мозг расслабляется, ты как бы в гармонии с природой очищаешься, эти деревья, этот воздух. Это ж такая красота. Зачем идти в церковь, в мечеть, в синагогу? Что там делать? Этих дураков слушать одно и то же. Ничего нового нету. Вот я даже своей знакомой говорю, она, например, в понедельник мы придем на работу, и я издеваюсь, сарказм. Я говорю, ты в церкви была? Да, была. Что-нибудь новое услышала? Расскажи мне, что нового ты там услышала? Ничего, она уже знает, что я издеваюсь. Ну, я так как бы не
не оскорбляя, я говорю, вот ничего нового ты не услышала. На следующей неделе ты пойдешь опять и услышишь то, что ты слышала на прошлой неделе, в прошлом году и 20 лет назад. Вот какого черта ты туда ходишь? Лучше вот займись, пойди лучше в это время в спортзал, займись, вот ты вот такая пухленькая, чуть-чуть сбрось, помоложе будешь выглядеть. Как-то пытаешься, но они не обижаются, потому что знают, что я не со злости говорю, хочу как лучше. Опять голову отрубить и руки, ноги крест-накрест. А мусульмане бы руки, ноги отрубили бы. Крест-накрест, к тому же, чтобы был инвалидом. Главное, Вдоль даже и не было. поперек. Да, мы вот так вот. Мы такие, мы хорошие. Мы. Кстати, к нам присоединился Точка, с нами Лили, Пабло Эскобар, тетя Маржан, дядюшка Карен, тетя Заза, да. Может быть, кто хочет, вот Лили, например, я уверен 100%, даже вот, как говорится, 100 пудов. Ну, с полной уверенностью могу заявить, у нее есть что-то нам сказать. Вот она просто хочет поделиться, но ждет, когда мы ей все-таки дадим время. Лилит, у вас есть что-нибудь добавить? Büyük olmasıydı. Ездили. Сацаамдар хит якордаться мускул. Это нтошка лепешка и поухалара и махахалар. Тототим. Ама худа ишар. Я даже не знаю. Ну, снова заштопать лепешку, да, в которую выстрелят. Да. Понятно. Лилит, а вот смотрите, вот я весь мир вижу с позиции мусульманина. Потому что, алхамдулиллях, я так горжусь, что я мусульманин. Вот это же, на самом деле, это шайтанство, если так взять, даже, правильно? Это отжитки прошлого, изжитые вот эти вот. Как вот вы отреагировали вы на это? Без комментариев. Лепешки вот эти самые. Отсюда, o ștați voi novcina ta, bozbong шли, не дарблин, женщину. А вот как истинный мусульманин, допустим. Все же от Аллаха есть предопределение, правильно? И от предопределения никуда нам не уйти. А почему они вот эти делают? Джейн Даха, Звезер Тиязушта, там знахар, самхотуца, там Хоранж, Юшбош. И он рядом, и все, и давал он пользу, и его я развеяли. И ты там бормочешь, бля-бля-бля-бля-бля, потом что-то какие-то женщины, и он я забуш. И за моту кусочек ничего. Даже это обратно же тоже шаманство в какой-то мере. Ну, как вы думаете? Все равно практикуются эти люди. Арабское шаманство. Нам нужно, если так нуждаются в шаманстве, у нас есть свое. Да, в принципе, Лилит, вот интересно, Лилит, что она сказала? Вот Лилит, она же человек такой, вы знаете, очень себе на уме, да, она знает, много чего знает, но она не делится, а хотелось бы. Мы пока еще не такие свободные, чтобы говорить все, что у тебя в душе, поэтому... Они такие мусульмане, достигшие полного имана Бага, чтобы обо всем говорить. Ислам настолько хорош, что пока еще опасно для жизни про него говорить некоторым людям. А вот если даже не про него говорить, а просто в контексте ислама говорить, это тоже опасно, как вы думаете? Если намекнуть, это опасно. Крест-накрест тебя разрубят. Тебя Жестко, да, прям? Вот жестко, да, рубануть, а? Крест-накрест, еще и вдоль, и в поперек. 2 креста эти. Сейчас, смотрите. Сейчас найдем одну штуку. Сейчас вы будете просто в эйфорию впадете вы сейчас. В нирвану, как говорится. Вы будете так.
будете умиляться от этой красоты. Сейчас я вам зачитаю эту суру, где говорится, чтобы рубить накрест. Вам понравится, я уверен. Сейчас. Вы можете пока говорить. Я сейчас найду эту суру. Салев, я неоднократно слышал Да. на эфире у Пармата, ему присылали донаты, просили включить ваш азан. Пармат делится с вами дивидендами от донатов, где просит включить ваш азан? Это не я, это искусственный интеллект, между прочим. Мы не запатентовали, так что пускай каждый пользуется как хочет. Мы То всем есть, отдаем право. Мировое Мы не жадные. достояние. Это мировое человеческое наследие. Даже ЮНЕСКО, они сказали, надо это сохранить для человечества, этот азан, чтобы все люди могли понимать это как бы и впадали в гармонию. Да. Просветление наступает, когда вот это вот они слышат, как Далай-лама, они просветление у них. Вот это мы ждали всю жизнь. Что он включает, да, там иногда? Или как? Его просят, когда он включает, да? Да, его просят часто очень. И в чате, и в донатах просят включить. Ага. В двух версиях. В И изначальной донаты идут, да. и в техномиксе, вот где музыка играет. И донаты начинают увеличиваться, да. Давайте кинемся, пацаны. Какая И работа. Джизи летит прям. Да, да пусть платят жизнью. Мы не жадные, пускай. Мы абсолютно не жадные. Пускай люди, если им нравится, если это их удовлетворяет, если им дает это возможность впасть в гармонию, пускай. Смотрите, я когда ищу вот эти суры, потом попадаю на другие, я не могу не прочитать. Это просто интересно. Просто вот это вообще, ну, это на самом деле. Смотрите, здесь написано. Аль-Бакара, корова, Аль-Бакара, 2.65, сура 2, аят 65. Тут написано. Вы знали те из вас, которые нарушили субботу, мы сказали им, будьте обезьянами презренными. Я вот когда это читаю, думаю, я не смеюсь для того, что смеяться, но просто как бы с высоты своего жизненного опыта, с интеллекта, если так сказать, вот именно, аналитики, экспертизы. Ты думаешь, это человек, который все это писал, он чем руководствовался? Какие обезьяны вообще? Я не читаю ни тафсир, ни хадис, просто читаю вот суру, аят так есть. И ты думаешь, вот как я должен это написать? Вот, будьте презренными обезьянами. Ну что это такое вообще? Ну как, вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами презренными. Да? Ну, я даже вот, страшное дело. Или вот, например, сура 7, аят 81. В похотливом вожделении вы приходите к мужчинам вместо женщин. Воистину вы народ излишествующий. Они потом же, ну понимаете, это же не так, там надо тафсиры, там нужно то, все читать. Я говорю, ну хорошо, мы можем это все читать. Но почему они написали вот это? Кто это вообще? Какой у него был интеллект? Чем он руководствовался? Или вот, например, сура 5, аят 51. Тут написано, о те, которые уверовали. Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Представляете, как они в одну категорию кидают? Христиане и иудеи. А почему не буддисты? Почему он исключил буддистов? Буддисты что время были? Аджудж, Маджудж, вот эту стену, они же знали же. Если Они же были далеко. Да, понятно. Ну, это же это и есть несостыковка, это и есть бессмыслица. Вот нормальный здравомыслящий человек с более-менее критическим мышлением, он должен прочитать уже и сказать, блин, что это дерьмо. Как я могу это верить? Как я могу этим руководствоваться вообще? Ладно, верить-то не надо. Руководствоваться. О, те, которые уверовали. Тут же так и написано. Кто уверовал? А кто не уверовал, значит, этого не касается. Например, кто-то не уверовал, значит, его не касается. Значит, просто ты должен слепо тупо верить. О, те, которые уверовали. Тут написано. Уверовать, просто верить в это. Не считайте иудеев и христиан. А если я не уверовал, допустим, я могу считать их друзьями. Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями. Поскольку они помогают друг другу. А это же неправда. Евреи и христиане друг другу абсолютно не помогают. Если же, наоборот, у евреев
написано все гои, они все хорошие. Понимаете, у них тоже такое есть. Гой, ты гой. У них, например, мужчина с какой-то женщиной заимел детей, это его наследники, они гои. Они даже их не принимают. Они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками, друзьями, то он сам является одним из них. Поистину Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Вот такая вот тут история. Ну, тут вообще жесть. Ты упустил один момент. Те, кто не уверовали, платят налог. Признали, что они унижены, и платят налог. Там выигрышное со всех сторон. Да, джизя, да? Джизя. Сура. Сейчас я вам про крест-накрест. Кстати, это входит в шариат Саудовской Аравии. Они вот этим руководствуются, чтобы руки и ноги отрубать, даже в наши дни. Сура 7, 124, Аль-Араф. Сура 7, 124 аят, Сура 7, 124 аят, Сура 7, 124 аят. Если меня слышно, вы говорите, а если меня не слышно, вы тоже говорите. Меня слышно? Слышно. Да, Сура 7, 124 аят, просто Аль-Араф, ограды, 124 аят из 206. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас. Это сейчас смешно, нет. Понимаете, это сейчас смешно, а в то время это не смешно. Не то, что даже не сейчас даже смешно. Вот в таких странах арабских, например, где шариат действует, это не смешно. Возьмем Алжир, возьмем тоже Марокко, возьмем тот же Ливию, возьмем тот же Египет, где есть все-таки нормы шариатского права. Судан, возьмем эту ту же Саудовскую Аравию, возьмем сегодняшнюю Сирию, ну, хотя они как бы говорят уже, что они хотят поменять нормы шариата. Но это страшно, вот ты человек вообще никакого шанса не оставляешь, чтобы жить. Ты ему, если ты применяешь вот эти нормы шариата, я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас. Это страшно. Это на самом деле беззаконие. Ну, это линчевать людей. А вот смотрите, это просто сура и аят. Я отрублю. لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Я отрублю вам руки и ноги накрест. А почему накрест? Значит, он видел христиан, и он так примерно сделал так. У них крест, я вам накрест буду рубить. Я отрублю вам руки. Да, поэтому, наверное, 100%. Потому что зачем накрест рубить? Ну, линчевать. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас. Ну, это сейчас вот нашим техническим модераторам скажу, чтобы скинули печатную версию, а пускай люди читают. А то они потом подумают, что мы сочиняем от тебя. Мы никогда от себя не занимаемся. На самом деле, нам это не надо абсолютно. Пожалуйста, читайте Сура 7, ограды 124 аят. И тут тафсир, например, будем читать. Тафсиры. Я непременно отрублю вам, это Абу Адель тафсирщик, я непременно отрублю вам, о колдуны, они добавляют в скобках, руки и ноги накрест. Потом однозначно распну вас всех на стволах пальм. Вот. Потом однозначно распну вас всех на стволах пальм. Толкование Асаби. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас. Фараон сказал колдунам. Причем тут фараон? Вообще, мы про ислам, 7 век, а фараон еще раньше был. Но они начинают это толкование Садиш после выпуска Корана начали толковать. Они хотят вот это дерьмецо, которое они вот это вот распространили, намазать, привести какое-то соответствие с человеческой логикой уже там 10 века или 11 века. Но это уже все написано. Мы должны уже как бы. Извини меня уже. Ты, как говорится, братишка, ты извини меня, там это написано. Но он старается как бы привести какую-то вот форму, чтобы люди думали, ну это же не к вам, а колдунам, там, фараон, там. Зачем мне фараон вообще? Почему фараон? Фараон был до ислама, до христианства. Это вообще египетская цивилизация. Нет, они ссылаться начинают, эти арабы. Я отрублю вам руки с осади, толкование. Тафсир, как говорится. Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну всех вас. Фараон сказал колдунам, они берут тут скобки, неужели вы уверовали в него без моего согласия? Неужели? Фараон сказал колдунам, смотрите, неужели вы уверовали в него без моего согласия? Фараон собрал колдунов, так скажем, да,
Такие пирамиды он строил, все, у него там целая цивилизация, фараон там всю жизнь готовится к загробной жизни, его что не верит, он говорит, в пирамидах я буду там с конями, там его хоронят с этими своими наложницами, с этими рабынями. И вот фараон, которому делать нечего, такая у него силушка, у него такая власть, и он собрал каких-то колдунов, и им говорит, вот, по версии его, по всему, неужели вы уверовали в него без моего согласия? Вы поступили очень дерзко и проявили неуважение ко мне. Для того, чтобы ввести в заблуждение свой народ, он добавил, Муса самый старший из вас. Он обучил вас колдовству, и вы вступили с ним в коварный сговор. Вы договорились поддаться ему, чтобы он одержал над вами верх. Вы хотите последовать за ним и повести с собой весь народ или большую его часть. Вы хотите увести их из Египта. Если Бог есть какой-то там Аллах, из 360 башков в Мекке, и он как бы создатель всего, как они говорят. Они же когда приходят сюда, они говорят, Аллах, ты веришь, что ты умрешь? Ты говоришь, я не должен верить, я знаю, все умрут. Зачем мне верить? Например, ко мне заходит и говорит, вот, например, какой-то слушатель здесь говорит, ты веришь, что ты умрешь? Я не должен в это верить. Я знаю, что я умру. Зачем ты меня пугаешь? Я не должен бояться этого. Я знаю, что я умру. Это ясность. Это самосознание. Я знаю, что я умру. Зачем ты меня пугаешь? Все умрут. Нет, они же пугают. Они говорят, вот если там Бог был в этой части земного света, в Египте, и он только с евреями там что-то разборки кидал, там, с фараоном. А почему мы не думаем о Северной Америке? Почему мы не думаем о Южной Америке? Почему мы думаем об Австралии? Значит, там не было Алляха из Мекки. Понимаете, вот это все не состоит. Но у них нет вот этого критического мышления. Ты им эти вещи объясняешь, они даже тебя не слушают. Они даже не могут тебя слушать. У них мозги засраны полностью. Просто загажены по полной. Там невозможно никакую информацию пробить. Они будут 5 дней вот одно и то же. Суру, первую суру, 7 аятов. Потом они пойдут к имаму, он что-то там ляпнет, они ему поверят. Он может им хоть что сказать. Они за ним встанут и будут говорить аминь, аминь, аминь. И они поедут к этим арабам туда, в Мекку. Деньги будут там, их там попередавят, их жен там поизнасилуют. Потом они будут закяты давать. Человек умер, ты ему уже ничем не поможешь. Зачем за него какие-то деньги давать в земной жизни? Какой-то скот уничтожать. Не надо, зачем? Он умер уже, все. Нету этой загробной жизни. Оттуда никто не возвращался, все выдумки. Нет, они какого-то фараона здесь приписали. Вот дальше. Повести за собой весь народ или большую его часть. Вы хотите увести их из Египта. Фараон прекрасно знал, что он лжет. И это было известно в Коране. Тафсир они говорят про фараона. И это было известно. И главное, арабы, мерзавцы, ссылаются на ту цивилизацию, которая была до них. До греков. Значит, они это, знаете, у кого списали? Когда они завоевали Египет, они списали у коптов. Вот этих вот египетских христиан. Копты — это те, которые жили в пещерах. Вообще, это такое слово арабское, копты. Они сейчас у них есть эти христиане, копты. В Египте, но они их представляют. Так, вы хотите увести их из Египта. Фараон прекрасно знал, что он лжет. И это было известно каждому, кто был в курсе происходящих событий. Муса никогда не встречался ни с одним из колдунов, ведь все они были собраны по приказу фараона, который выполнял его гонцы. Помимо этого, колдуны сделали все возможное, чтобы одолеть Мусу. Как это сказано, колдуны, какой-то Муса. Однако он явил людям знамение Алляха, перед которым они оказались бессильны. Они уяснили истину и последовали за пророком. Фараон же пригрозил отрубить им руки и ноги накрест. Нет, смотрите, если фараон пригрозил отрубить им руки и ноги накрест, какого, как говорится, черта ты, Музмахмад, в свой Коран, типа это от Алляха, записываешь, я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем рассну всех вас. И на основе этого ты делаешь шариат, ты устраиваешь законы шариата, так называемые нормы шариата, и сегодня, на сегодняшний день, в Саудовской Аравии так и наказывают людей, им рубят руки и ноги крест-накрест в Афганистане, в Судане, там, деятельно. Если тут про фараонов, зачем ты это делаешь? Если ты от фараона, если это фараон сказал, они сами себе противоречат, понимаете, мысль улавливаете, они говорят, фараон сказал. Вот. Муса никогда не встречался ни с одним из колдунов, ведь все они были собраны по приказу фараона, которые выполняли его гонцы. Помимо этого, колдуны сделали все, чтобы одолеть Мусу. Однако они увидели знамение Аллаха, которое они знают не сильно. Они же истинны. И тут написано, фараон же пригрозил отрубить им руки и ноги накрест. Если фараон это сказал,
Зачем, спрашивается, ты, Мухаммад, и вы все арабы, мерзавцы, записали это все в свой Коран, сборник своей Камасутры, слова фараона, и потом сказали, это от Аллаха, а потом вы людям руки и ноги крест-накрест рубите. Ладно, рубите их всем арабам. Так нет же, вы не успокаиваетесь. Вы распространяете эту мерзость, это мракобесие по всему миру и заставляете людей это делать потом. Не то, что их заставляете, вы сперва приходите силой, заставляете их это делать, где надо хитростью, где надо подлостью, внедряйте свои нормы шариата. А когда вы укрепляете свою власть, вы начинаете насильно всем руки и ноги. То есть накрест рубить, оправдывая это тем, что это от Аллаха. Но тут же вы же сами тут же говорите в своих тафсирах, ваши величайшие ученые арабы, что это фараон пригрозил отрубить им руки и ноги накрест. Значит, вы лжете? Тут же это явная ложь. Значит, это же не от Аллаха, это же фараон сказал. Фараон же сказал, вот здесь написано, фараон же пригрозил. Толкование Ас-Саади, пожалуйста, идите читайте. Фараон же пригрозил отрубить им руки и ноги накрест. Это же не от Аллаха. Это же не от Аллаха. Так нет, вы же написали в своей суре, сура 7, аят 124, сура 7, аят 124, сура 7, аят 124, Аль-Араф, Аград, 124, аят 96, черным по белому написали, я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем всех вас. Тут написано, «Лаухаттианна айдиакум ва аржулякум бин хиляфин тумма лаусалибаннахум аджмаина». Вот. 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 И потом вы говорите, что это от Аллаха. Но тут же, мы же видим, в ваших же тафсирах, вы видите, фараон же пригрозил отрубить им руки и ноги накрест. Деспотичный нечестивец, потом они пишут, решил, что уверовавшие чародеи распространяют на земле смуту и собрался подвергнуть их наказанию, которым подвергает смут киамат. Отрубить им правые руки и левые ноги. Слушайте, какой мерзавец. Ну это ладно, это фараон, ладно, он хотел просто людей закрывать. Которым подвергает смутьям, отрубить им правые руки, смотрите, потому что многие люди, смотрите, какой он жестокий. Обычно люди в большинстве своем, они праворукие. Им правые руки, и чтобы он был инвалидом, чтобы он вообще как бы со всех частей его как бы сделать инвалидом. И левые ноги. После этого он собирался распять их на пальмовых деревьях. Распять. Потому что они знали, что есть кресты у христиан. И по аналогии с Христом, которого распяли на кресте, потому что они же ислам свой создали во время христианства, они уже эти христианские, библейские, еврейские сказки знали, эти арабы, и они говорят, мы будем их распинать, распять их на пальмовых, тут у них не Голгофа, а пальмовые деревья, понимаете, если бы у них были эти Голгоф, как у этих, у евреев там в Иерусалиме, то они так говорят, но у них-то нет их, и они поэтому говорят, адаптация идет на пальмовых деревьях, и проколоть тела, по аналогии с Христом, проколоть тела, чтобы кровоточило. Ну что за... какие они копирайтчики. Эти вот, как это называется, которые вот всегда чужую интеллектуальную собственность воруют же. И проколоть каждого из них. Он не хотел довольствоваться казнью лишь некоторых из них и жаждал расправиться с каждым уверовавшим. Это тафсир Асад. А тут есть Ибн Касир. Он пишет, это тоже толкование Корана и суры, аятов. Я отрублю вам руки и ноги накрест. Левую руку человека с правой ногой или наоборот. Но он уже дальше чуть пошел, говорит, левую руку человека с правой ногой или наоборот. Потом снова всех, в другом аяте Всевышний Аллах сказал, на стволах пальм, 20:71. Ибн Аббас сказал, фараон был первым, Ибн Аббас сказал. Это очень важно, заостряя ваше внимание всем мусульманам, которые нас будут слышать, и всем не мусульманам, или тех, кто думает, что они мусульмане, 80-ники, 60-ники, 70-ники. Вы же говорите, что это все от Аллаха в Коране. Ну тут написано же, это же не мы говорим. Фараон был первым, кто практиковал распятие отрубания конечностей накрест. Хорошо. Но почему тогда в своем Коране вы, арабы-мерзавцы, пишете, что это от Аллаха? Почему ваш пророк Мухаммад, типа к нему аяты снисходили от Аллаха, видите ли? Свои аяты. Он это записал. Они скопировали это. Они воры, они похитители чужой интеллектуальной собственности. Но в данном случае это интеллектуальная собственность фараонов и египтян. До их исламизации арабами. Хорошо, была ссылка на суру 2071. Это была ссылка на суру 2071 в тафсире Абу Хасира. И мы сразу переходим на 2071, потому что они ссылаются на это. Чтобы, последовательность, мы же логически разбираем все.
Не то, что логическое, мы просто по их ссылкам переходим и смотрим, соответствует ли это какой-то человеческой логике или сил свыше. И мы читаем сура 20, 71 аят, сура 20, 71 аят, сура 20, 71 аят, сура 20, 71 аят. Пожалуйста, мы тоже выкладывали, наши технические модераторы, в печатном формате нашего канала. Читайте вместе с нами, а тебе ничего не говорим. Таха называется сура. Таха. Таха. Просто так. Таха. Эта сура так и называется. Таха. 20 сура, 71 аят. 20 сура, 71 аят. 20 сура, 71 аят из 135. Идите, читайте на арабском, на немецком, на французском, на голландском, на каком. Но читайте. Там написано: قَلَّ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْحَنَا لَكُمْ إِنَّهُ لَقَابِلُكُمْ الَّتِي أَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَا أُقَاطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَرَوْنَ عَيُّنَ أَشَّدُ أَدْحَبًا وَأَبْقَى. Хорошо, это на арабском. А на русском переводе Эльмира Кулиева тут написано: фараон сказал, обратно смотрите, если это сура и аят от Алляха, и она снизошла от Алляха нашему пророку мусульманскому, арабскому, Мухаммаду, но почему тогда он упоминает о фараоне? Какого хера, скажем так, есть? Алляху нужно было нашему пророку Мухаммаду ссылать суру, в которой он упоминал бы о фараоне. Нахрена Аллаху фараон? Он же всемогущий, он же всесильный, он все знает. Так нет же, дорогие мусульмане. Он посылает суру и говорит в ней: фараон. Вы представляете, значит, Аллах зависит от действий фараона. Он ссылается на действия какого-то смертного человека, которого он сам создал. И говорит: Мухаммад, ты мой последний пророк, ты сам лучший из людей. Но, чтобы ты понял что-то, прецедент называется, это юриспруденция уже, прецедент. Фараон так сделал, это он сделал, потому что я ему не предписал, но он сделал. Но я, Аллах арабский, взял с него пример, запомнил все, записал, и вот тебе последнему из самых моих лучших пророков, ты самый же лучший, ты само совершенство, я тебе посылаю эту суру, и в пример ставлю фараона. Вот представляете, какая там логика вообще? Там, идиотизм. Полный идиотизм. Это просто мракобесие. Полное несоответствие интеллектуальный маразм. Так, меня слышно или нет? Или я сам собой просто продолжайте, не продолжайте. Да, слышно. Слышно? Да, ну что, завершаю это. И вот тут он посылает эту суру и аят и говорит: фараон сказал: неужели вы поверили ему без моего соизволения? Это Аллах посылает суру аят своему пророку Мухаммаду, и ему говорит, он говорит своему пророку: фараон сказал, это представляете, Аллах нужно просто вдумайтесь в это, не серьезно, это без шуток, тут никакого сарказма, там, иронии нет уже, это чтобы люди вообще осознали это. Аллах, вой, нохчим от тебя, я уже по-честному скажу, что нохчим, нохчим, сам дал Бог Аллах, вой, шулей, массари, лохардей, Филаву, Абудей, Укус, Аллах. Вот с Аллаху Богу цурат тает, что поймарится, гласил, убошу, поймар, Укус, яхавлет, угацу дуквязи, угацу возин вайтану, яхавлет, поймарус, мам поймар. Шейда на духке штуля. Шейга далут аммутын, шейша далушвар постулеца. Оцудхун элик, вишвар, усхат. Кичбу, виебот, дярсторис, бош, богерез, буджихадибом. Ту Аллаху ва этому. Уалеш, дик уале, цажим санду, уалеши, крапи уале. Аллаху, цамихун я, веш ватис, чун саму ишдац. Цамихун я, сетес ватис. Цу иштичан, пушлю штуку. От Аллаху, кэлэн духу, чах, ордуни чамелду, хун. Садол, хардуни кэлэн, буку, сила, Аллаху. Суот, эхали, поймаруй,
مثلا وزن قلت الداش تقول لي شو يصمم قوش البوق صار وصخور عشان مثلا سون وشيباي من وقشين ليش دا إتنسو شيكر دا إتن دارتسو إدواش تو هو فرعون فرعون وين فرعون نفط متى فرعون أوسنا سو ديتوجن فرعون دينام إس أوسو شيباي من والله روح إس سو نفطو سو تعاود سو نفطو تبيكر ميس شو اسمه سو بنيت أربعين يلش فالله هو الشهادة كويلة هاي خلص هاي لوكس هاي لا إنسليش مو وي أحد دوله الشهادة أحد دوله كويلة إس بوخسن نفطو فرعون تكون توشو أتصور مثلا شو ده يوشو فرعون دينا إتنا مثلا أموني لرا يا سيلا والعرب الله إس فنفطو سو بيور شوات سنتات كده إس إشبعال زندات سوسو فيح واقوة صح يا إس بوخسو الله يا الله هرديني كرهدو شوا صدق أخشى كل الله أنتاني ولي جاني خوش دو شادك أعوى إتنو إكون إفسيلا وطمامة قيمة صلى الله عليه وسلم يعلم مثل إزديز أطنا يوصمني ده أقتون أهداء إنه سورة شح آية شح أهون وقت مثل إز فرعون كير أهيجر هون في عمر أهيجر هون سد دوش دو تسونتي إديقش إديقر فرعون دنا الفرعون يقردون حتى مثل مو يتسع أخبرنا روش فرعون كير أخبرنا مو إسدوهم ما يقدم مدو إفرعون هم مدات حيوغر خلديش داتر يا سيلا الله فقال يا قطعة هم بوقش وعصو قل هم بوقش وعصو بيرتشر كيتم حين هم بوقش وعصو بوقصص عقل الله خي وخيوش وقت خاتر ده تعامل مدات اسبوع داتي سعيد يا شي يحاول وقتي تسبوع يحسن تيش تسبوع خاتر دوقس مجاش تو حدوش تلفون تر Tüm olayın ne andali dosta düştüm terzinde uza üyez İstanbul dedik hünküç afir omnigar bu ar Пьетвесу, пятьдесят собой. Продолжаем. Фараон сказал, это сура, неужели это ему без моего соизволения? Воистину он, старший из вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги на крест и растну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и долговечнее. Значит, фараон, он жестче, чем Аллах. И Аллах был такой, ничего себе, фараон, красавчик, какой он креативный, какой он инновационный. Он даже превзошел мои ожидания, он даже превзошел мой интеллект Аллаха, что Аллах был такой. Я с него буду пример брать. Зачем мне что-то выдумать? Тут фараон такой красавчик, фараон. Это почетский фараон. Фараон лучше всех. Он умеет делать такие наказания, а я-то не могу. Я с него, например, и потом, через несколько веков, после рождения Христова, понимаете, это было до нашей эры, поэтому надо знать историю, дорогие друзья, чеченцы и неченцы. Египетская цивилизация была древнее греческая. Они, это античные, даже до античных времен, Аллах там взял пример с него, записал, где там положил и сказал, когда-нибудь я пошлю им пророка последнего, Мухаммада из арабов, из рода бедуинов, то есть из нации, из бедуинских арабов в Саудовской Аравии, из рода курайшитов, из племени Бану Хашим. И ему скажу, смотри, мой дорогой Азман, у меня в загашниках есть креативные, инновационные, новые наказания, которые я записал, запомнил, лежал столько веков, тысячелетия целые, ссылаясь на фараона, чтобы ты в своем Коране, не в своем обман священном мудром Коране, это прописал и донес до людей. Вы представляете, идиотизм? Не, вы просто, это же, у меня, извините, конечно, но это просто насилие над моим интеллектом. Я, как рядовой простой человек, не то, что даже как там, величайший гений, как просто житель этой планеты, я не могу это принять. Я говорю, это что за идиотизм? Вы за кого меня принимаете вообще? Вы хотите, вы и так уже
насилуете мой интеллект. А тут вы полностью меня изнасиловали. Это просто унижение моей личности. Вы не можете так надо мной измываться. Я не могу это допустить. Пяхмадылшим иштала, но гарчахталица ищет. И боды дацешься, учунесбо, Рамазан Магомадов, Басхан. Ницер Мауи, Ницерский Мула, Басхан, Рамазан Магомадов, Шариач. Вот, пожалуйста, зайдите нам эти две суры аята, объясните. Потому что я хочу понять, может быть, у вас есть объяснение, но я очень сильно сомневаюсь, что оно у вас есть. Потому что это невозможно объяснить. Потому что это историю надо знать, надо уметь провести параллель, надо понять, в каком контексте это все было. А я-то уверен, что вы историю не знаете, Рамадан, потому что у вас только арабское вот это вот образование, изучение этих сказок арабских. А историю вы-то не знаете. Не знаете, что древняя египетская цивилизация, она раньше греческая. Потом была римская цивилизация. А до этого у них там еще цивилизация была вот эти финикийцы, шменикийцы, там. Потом, ну, дальше. Потом вот эта персидская цивилизация. Вы же это не знаете все, вы же идиот. Вы же просто мерзкий неуч, мракобес. Но мы ждем. Видите, до какой степени мы открыты диалога. Пожалуйста, приходите, объясняйте нам. Донесите нам истину, пожалуйста. Ждем. Да, ждем. И таких, как вы, Рамазан Магомадов, нам без разницы. Любой мулла, любой имам, кто может нам это объяснить, или там верующий, там, Шмаков, Карапузик, Шпузик, Музик, там, не знаю, кто вы там, Абуцан в Турции, там этот, как его, Мансур Садбулаев, Захмед Захаев, Заки Ахмад, кто вы вообще есть, вы все? Хадырыш, да, какие там галошек надо, Аркан, сандалите вы, Архупа будешь, видите, Баки Джамоваца в Иордании, этот мула, Фатхи, Шматхи, Киеван Шац, Шедевна Алатан, Хилот, Пяхмадыл и Шталан, Декдухис, и в 90-х годах ваш покойный сказал, а я Киеван Шац, Ломонец, Умящик, Минбатия, и Скаченыш. Но в то время могли, там, голову, руки нам не рубили, в войне вот так, инцам и эльчам, шулечну, герцинцам, вооруженных до зубов, за спинами русских оккупационных войск 150-тысячного контингента на территории Капитолической республики, а также за спинами дипломатических посольств Российской Федерации в странах, зарубежных странах Запада, сидят эти муллы, русские убийцы, вот эти все чеченские вот эти вот исхванители, открыто даже невозможно ничего сказать. Но алхамдулиллях, как говорится, нам Аллах дал через ФСБ Павла Дурова, тоже вот этот телеграм. Мы можем это говорить, то, что мы говорили в 88-м, 87-м, 89-м, 90-м. И не меняемся. Мы говорим, донесите нам истину. Эти сураяты, они до скончания рода человеческого. Это не изменится, и никто не сможет это изменить. И, пожалуйста, мы ждем, когда вы нам объясните. Это Вендер Бедалова Седович. Фатхи даялы гэз, Катаб даялы, это арбу аль-шаравуй, шныряц кучуляш масана. Кучумца йогы гэз. Я хотел бы с ним пообщаться. Там этот Костецкий, Сосетлинский, Вава, Рамазан Музмагомадов. Все эти мулы, ну все, короче, первый мухти Чечни, второй мухти Чечни, третий мухти Чечни. Этот мухти Богат Каджудин, Сираджудин, кто у вас там? Татарские, нагайские, галакские, блин. Донесите нам истину, просто раскройте смысл, елки-палки, черт возьми. Я жду вас, я жду. Я призываю вас на шариатский суд, как говорит Малик. То есть Шамиль Скайповский. Приходите на шариатский суд, который будет состоять из меня одного, да? Этот Малик как-то, Шамиль Скайповский, идиот, который сбежал с психбольницы. Он же всегда говорит, я призываю вас на шариатский суд, который будет состоять, это ваш вопрос сюда добавляет, который будет состоять из меня одного. Ждем. От Абу Аделя. Фараон сказал, неужели вы поверили ему? Абу Адель это тафсир уже, толкование. Фараон, в скобках, сказал, неужели вы поверили ему Мусе, прежде чем я позволил вам? Поистине, он, Муса, конечно, ваш старший, всегда там старший, младший, который научил вас колдовству. Что это такое? Я отрублю вам руки и ноги накрест, руку с одной стороны и ногу с другой. Понимаете, это уже две суры. Там еще есть много таких вот аналогий с этим сурой. И распну вас на стволах пальм. И примерно узнаете тогда, что из нас фараона или Господа Мусы, в Коране,
толкование говорится фараона или Господа. В арабском вот этом веровании, секте Музмахмада, она на самом деле секта одного человека, уже все поклоняются сектанты. Вот Музмахмад сказал, мне 13 жен, 33, а я, допустим, там 38. Мне ничто не запретно, или 50. Все, что мне предупредило, я говорю, любая женщина мне доступна. Он себе сказал, а он сказал, так, это у меня много, все за мной бандиты ходят. Он говорит, а нам дай Музмахмад еще одну жену. Я сказал, ладно, только мне это дозволено, а вам только 4. Но тут написано одновременно, Господом сын. Это, подождите, не, тут уже какой-то вообще когнитивный диссонанс. Если вы монотеисты, если вы говорите музмахмадовцы, сектанты музмахмадовцы, вы сектанты музмахмадовцы, потому что вы поклоняетесь Музмахмаду. Вы даже себе не задаете вопрос, как это такое возможно, чтобы какой-то мужчина, такой же, как и вы, имел 13 жен, значит, вы не мужчины. Он уже над вами глумится, он унижает ваше мужское достоинство. Ходить за каким-то мерзавцем и восхищаться тем, что он насилует 13 женщин, это еще не конец. И умиляться от этого и говорить, какой у нас хороший пророк. Я просто восхищаюсь ним. Он изнасиловал 9-летнюю девочку, дочку своего друга Сахаба, Ибн Хаттаба. Пошел к нему в 6 лет, сказал, дай мне в 6 лет. Потом дети изнасиловал прямо у него в доме. Потом у него было 13 жен официальных, типа, которых мы знаем. А потом наложницы, рабынь, маленьких мальчиков, которых он носил, безусых. Потом мужчин, которых он носил. И еще те мужчины, которые его имели в задницу, потому что он был еще гомосексуалистом. Он вообще был би на самом деле. Он и женщин любил, и мужчин любил, и себя давал мужчинам любить. И вы восхищаетесь этим человеком, этим просто распутным, похотливым, мерзким педофилом, насильником, маньяком, который говорил, есть только один Бог, это Аллах, монотеистическая религия, говорит, хацадееву Аллаху Бог. Но одновременно в суре Аяте этот же ваш сектант, пророк Музмахмад, ваш сектант, которого вы умиляете, который насилует ваших женщин, который насилует ваших матерей, сестер, теть, всех он насилует. Он просто, если ты к нему в секту входишь, поклоняйся ему, он тебя уже по полной. Просто морально, психологически, интеллектуально он тебя отымел. Также физически, даже если физически он это вам не сделал. Но уже он имеет вас, потому что вы принимаете все это насилие, и все это унижение. И он все равно говорит здесь, в этом тафсире, даже они уже раскрывают это, или Господа Мусы. Не, подождите, как это Господа Мусы? Есть только Аллах. Он же только Аллах и есть Бог. Ну нет, тут написано фараона или Господа Мусы. Противопоставление божественной силы, власти. Все-таки сомнения, знаете, да, что может быть Аллаха нет, а есть Господь наш Муса. И читаем дальше. Сильнее наказание и более длительно. Вот, все, закончится это все. Толкование о Сааде. Фараон сказал, неужели вы поверили ему без моего соизволения? Воистину он старший из вас, который учил вас колоску. Я отрублю вам руки и ноги накрест и растну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и долговечнее. Как вы посмели уверовать без моего разрешения и вопреки моей воле? Фараон удивился поступку людей, которые прежде были покорны только ему одному и повиновались каждому Богу. Он тоже стал свидетелем величайшего из чудес. Из чудес! А чудес, как мы знаем, в исламе нет, кроме Каабы. Чудесная Кааба, куда все идут денежку платить. Или луну расколол пророк Музмахмад. Но это подтолкнуло его к еще большему неверию и беззаконию. Он решил в очередной раз обмануть свой народ и убедить людей в том, что победа Мусы не является свидетельством его правоты. Он заявил, что Муса является главным колдуном, значит, пророк Муса, которого прислал Аллах до пророка Музмахмада, который убежал от фараона, потому что он был его рабом, пошел через Красное море, которое он остановил, которое скрылось, он пошел, потом Красное море сомкнулось и потопило все войско фараона, которое преследовал. Потом он 40 лет их водил по пустыне, чтобы прийти к земле обетованной. Он победил фараона. Но, несмотря на это, его фараон обвинял в том, что он колдун. И сговорился со всеми остальными. Но почему фараон? Почему? Аллах не сделал так, чтобы фараон не признал Господа Мусу. Так, вопрос. Спасибо за вопрос. Как такое мог Аллах позволить? Почему он не дал Мусе эту силушку, свою божественную,
как пророку Мухаммаду, чтобы фараон его признал, что он раб, которого он эксплуатировал, является все-таки каким-то Господом и пришел от Аллаха. И он надо бы ему поклоняться. Ну ладно, это уже другая тема для обсуждения. Он заявил, что Муса является главным колдуном и сговорился со всеми остальными для того, чтобы изгнать фараона и египтян из их родной земли. Люди согласились с его доводами и поверили его словам. А Всевышний Аллах сказал, он обманул свой народ или счел свой народ легкомысленным. И они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми. И тут сразу здесь ссылка на суру 43, аят 54. Сегодня мы это читать не будем, нам говорили. Запоминайте, сура 43, аят 54, сура 43, аят 54, сура 43, аят 54. Египтяне согласились с фараоном, несмотря, как это не согласились. У них нет выбора. Фараон то, что сказал, то они должны делать. Какой-то маразм. С фараоном, несмотря на то, что его слова не могли показаться убедительными даже тому, кто обладал всего лишь крошечной частичкой ума и знал о сути происшедшего. Муса вернулся из Мадьяна один и после своего возвращения не встречался с колдунами и чародеями. Он тотчас отправился к фараону для того, чтобы призвать его, призвать фараона, да? У которого абсолютная власть. Что за идея? Что за... Просто... Я не могу понять. Это вообще, как это такая... Как это вообще? Вообще несусветится, как говорится, вообще. Фу, я не знаю. Для того, чтобы призвать египетский народ уверовать в Аллаха, значит, до греческой цивилизации фараон знал, что есть Аллах, но каким-то чудесным образом греческая цивилизация избежала Аллаха, римская избежала Аллаха, которая была после египетской. Ладно, читаем дальше. И удивительное знамение. Фараон сам решил состязаться с Мусой, собрал самых искусных колдунов. Смотрите, фараон обвиняет, потому что он главный колдун. Но для того, чтобы с ним состязаться, он собирает самых искусных колдунов со всех углов своей страны, которым он руководит. Они предстали перед ним, и он обещал им за победу большее вознаграждение и высокое положение. Они сделали все возможное и прибегли к самым изощренным хитростям для того, чтобы одолеть Мусу. Но в результате уверовали в него. Они уже с ним биться колдун, но они уверовали в главного колдуна. Я так это понимаю. Разве можно было предположить, что Муса вступил в сговор с колдунами и замыслил изгнать египтян из Египта? Воистину, это предположение было совершенно нелепым. Однако фараон сделал его и пообещал чародеям отрезать у них кисти на правых, возвращаться к наказаниям, на правых руках. Подождите, есть у них абсолютная власть этих колдунов. И они поняли, что самый все-таки главный колдун среди них Муса. Ну как фараон? Вообще, откуда такая власть или сила, чтобы этих колдунов наказать? Потому что колдуны же могут же ему противостоять. Они же не будут просто сидеть и говорить: фараон, ты будешь нас наказывать за то, что мы колдуны, ты будешь нам отрубать правую руку и левую ногу, хорошо, мы все-таки будем смиренными. Нет, они начнут колдовать. Они могут свергнуть его власть, они могут его убить посредством своих заклинаний, там, отравить, не знаю, там, испустить его дух. Так нет, они же смиренные, они согласны. И при этом фараон и его сторонники считают, что их наказание мучительные Божьей карой. Смотрите, фараон уверен был, что как наказывает он жестче, чем Аллах. И Аллах будет брать с него пример. Что мы видим, это факт. Он через столько тысячелетнюю историю, потом он передает своему пророку Мухаммаду. Смотри, фараон так наказывает. И что они дольше, фараон и его сторонники считают, что их наказание мучительной Божьей карой. И что они дольше, кого бы то ни было, могут обманывать и устрашать безрассудный народ. Почему-то народ безрассудный. Хорошо. Но Аллах одарил чародеев разумом. Главное, Аллах одарил чародеев разумом, а не фараон, благодаря которому они сумели постичь истину. Ладно, я мракобесие вот этого Ибн Касира читать не буду, под названием Тафсира. Вот такая вот история. Знаете, этот Коран, вы его берете, читаете, вот там такие сказки, просто интересно просто читать, разбирать. На сегодня, я думаю, хватит, достаточно. Шанаксан и то хумдаться. А я взял, это был такой, знаете, просто для души, как говорится, ламповый, все по-семейному, алхамдулилля. Я вас прошу прощения, если я отнял ваше время. Возможно, это вам будет полезно. Возможно, нет. Но это арабские сказки. Никогда не надейтесь на них. Не переживайте сильно, не грузитесь.
Просто читайте тупо и анализируйте. Тут я рад, я жду, что مثلا برو ليريسول او ديك نغوشتوه او نغشي قوم توي داخل تقول لنا دي تبلاش تقول شو عادي كلام مثلا لو ديك نغوشتوه ما شاء الله. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Oh,